Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но остались раны в сердцах тех, чьи близкие не вернулись с полей сражений. И хранятся в семьях, как прощальный привет ушедших живущим. Солдатские письма с фронта, потертые треугольники из серой бумаги с почти нечитаемыми уже буквами. Сегодня эти семейные реликвии, документы и свидетели эпохи стали национальным достоянием, великой памятью народа. 18 февраля 2016 года был дан официальный старт республиканской гражданской акции «Весточка с фронта». Инициатором выступила Национальная библиотека при поддержке Министерства культуры и туризма Удмуртской республики и регионального отделения Российского военно-исторического общества. К реализации проекта присоединилось открытое акционерное общество «Белкомнефть». Благодаря их финансовой поддержке были приобретены реставрационные материалы. Специалисты регионального центра консервации и сохранности документов Национальной библиотеки пригласили граждан республики, хранящих письма родных с фронта, к участию в акции и взяли на себя благородный труд по реставрации этих ценных исторических документов. На сегодняшний день 45 владельцев, среди которых жители городов и районов республики, передали свои семейные реликвии на восстановление. Всего поступило 303 документа – письма солдат, почтовые карточки, повестки, фото, извещения о смерти, похоронки. 97 из них на удмуртском языке. 241 документ отреставрирован и помещен в специальный конверт из особой бескислотной бумаги. Нам приносят всевозможные документы периода войны. В частности, Меньшикова Алла Генриховна принесла документы, боевая характеристика, приказ, копия. Документы эти свидетельствуют о том, что для того, чтобы вступить в брак старшему лейтенанту с младшим врачом санроты, для этого нужна была боевая характеристика. И вот такие вот документы сейчас представлены. Ну и впоследствии родился малыш, который был зарегистрирован 10 ноября 1944 года, и копия свидетельства о рождении этого малыша также здесь показана. Параллельно с восстановлением документы с согласия владельцев переводятся в цифровой формат для создания в дальнейшем открытого электронного ресурса и публикации на сайте библиотеки, чтобы эти памятники истории нашей страны заняли достойное место среди важнейших свидетельств военного времени. В рамках продолжающейся акции специалистам библиотеки предстоит провести реставрацию еще нескольких сотен уникальных документов, чтобы сохранить для граждан дорогие семейные реликвии, а для народа – часть российской истории.